Спорт становится средством воспитания тогда, когда он любимое занятие каждого. Этот афоризм принадлежит выдающемуся советскому педагогу-новатору, писателю Сухомлинскому Василию Александровичу. Это программа «Спортивная среда» на ТНВ. Смотрите сегодня в выпуске. Татарстанские волейболисты синхронно стали чемпионами России. Что же стало секретом успеха? В Татарстане появился еще один профессиональный футбольный клуб. Казанский «Сокол» дебютировал в третьей по силе Лиги России, где костяк команды составляют татарстанские воспитанники футбола. В Татарстане закончился второй этап Кубка России и чемпионат Татарстана по стендовой стрельбе. Выступить перед олимпийскими чемпионами и московскими гостями. В Казани прошли республиканские соревнования по фигурному катанию «Галактика». Татарстан продолжает писать свою славную хоккейную историю. В прошлой программе мы говорили о победе нефтяника на профессиональном уровне. Подготовка ближайшего резерва проходит на самом высоком уровне. Академия Ак Барса имени Юрия Ивановича Моисеева – одна из лучших в России. Так команда Ак Барс юниорской хоккейной лиги стала чемпионом России. Финал первенства страны проходил в Уфе, где собрались лучшие хоккейные школы страны. Команда Александра Щербины в финальном матче переиграла хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска. Личных наград по итогам турнира удостоились Никита Анишко, лучший нападающий, и Александр Иванов, лучший защитник. Перейдем от темы хоккея с шайбой к теме хоккея на траве. Здесь тоже большой успех. «Динамо Ак Барс» в 4-й раз подряд стали лучшими в стране в Кубке и Суперкубке России. Первый трофей – Суперкубок. Соперник казанцев – один из лучших клубов России «Динамо Электросталь». Итог 3-2 в пользу «Динамо Ак Барс». Лучшим игроком признан вратарь «Динамо Ак Барс» Марат Гафаров. А в Кубке России «Динамо Ак Барс» прошли весь турнир без поражений. Итог – 2-я победа подряд. В финальном матче команда из Казани вновь встречалась с электростальским «Динамо» и во 2-й раз подряд одержали победу. В этот раз итоговые цифры таковы – 2-1. Татарстанские волейболисты синхронно стали чемпионами России. Сначала волейболистский «Динамо Ак Барс» на своей площадке со счетом 3-0 обыграли калининградский «Локомотив» в решающем 5-м матче финальной серии чемпионата России. Казанская команда стала чемпионами России в 7-й раз и впервые с 2020 года. А казанский «Зенит» – 12-кратный чемпион страны. В финале команда одержала победу над московским «Динамо» 3-1 в серии. В плей-офф «Зенит» не проиграли ни одного матча. О победном шествии волейбольных команд смотрите далее. Волейбол в Казани развивается стремительными темпами, чему свидетельствуют 2 чемпионства 2 ведущих клубов страны в самом сердце Республики Татарстан. Если чемпионство мужского «Зенита» расценивалось из разряда ожидаемого, то от «Динамо Ак Барса» точно никто не ждал такого резкого скачка. Особенно, когда последняя победа была в 2020 году. Я не знаю, мы, мне кажется, восстали из пепла. Вот это серьезно, потому что такие 2 игры были в Калининграде, и мы просто переломили все, что можно. И, конечно, мы на этом эмоциональном, я даже уже говорить не могу, эмоциональном подъеме, конечно, мы очень хотели. Тем более вернуть в Казани, играть дома и золотые медали получить дорого стоит. Но путь к золоту был не так уж прост. Регулярный чемпионат девушки закончили на 2-м месте, пропустив с приличной разницей очков московское «Динамо», кого по априори считали одним из претендентов на золотые медали весенней части плей-офф. В 1/8 финала обошлось все без малейших трудностей. Команда Тулица, занявшая 7-е место в регулярке, отлетела от будущего чемпиона с большим треском, проиграв как дома, так и на выезде. Для казаночек это был только лишь аперитив при подготовке к дальнейшим соперницам. В 1/2 «Динамо» дома принимала Ленинградку. И после 2 домашних побед сомнений по поводу намерений взять верх над ленинградской командой не было. Тем более решающим фактором в данном вопросе являлась доминиканская нападающая Брейлин Мартинес, которая в среднем за матч зарабатывала в свою копилку 20 очков. Но в Санкт-Петербурге коллектив сербского специалиста Зорана Терзича дрогнул, отдав гостевую игру.
счету 3-1 по матчам. Финал же выдался валидольным против фаворита последних 4 лет калининградским «Локомотивом», доведя серию до 5-го решающего матча, где уровень ответственности за результат давил с титанической силой. И на удивление болельщиков, в 5-й встрече «Динамо Ак Барс» в сухую выиграл матч 3-0 по партиям. На этот раз лучшей на завершение атак команды стала новоиспеченная итальянская волейболистка Элина Петрини, записавшая на свой счет 20 очков. Чтобы были чемпионы, нужно и чтобы имел хорошую команду, и чтобы хорошо работал, конечно. Но нужно, чтобы чуть-чуть счастлив был, да? Мы в этом году имели все, практически заслуженно, думаю. Говоря уже о мужском «Зените», кроме слов восхищения, выразить ничего невозможно. Для команды Алексея Вербова это 2-е чемпионство подряд. «Зенит» завершил регулярный чемпионат на 1-м месте, опередив ближайшего преследователя «Локомотив» из Новосибирска на 8 очков. Затем в плей-офф, сухую обыграв «Енисей» и «Факел» в 1/4 и в 1/2 соответственно, вышел на финальную дистанцию, где не оставил ни единого шанса на то, чтобы забрать хотя бы одну игру 3-0 по матчам. Мы забыли, конечно, сказать про болельщиков, наших общих болельщиков. Они тоже важная часть команды, важная часть нас всех. Здесь мы ради них играем в эту прекрасную игру, так что спасибо вам большое. Когда такие высокие результаты показывают 2 ведущих клуба в стране, как в женском, так и в мужском волейболе, сразу возникает феерия и охмеление победой. И в голове поневоле нерушимо всплывает мысль, лишь бы это волшебное действие не заканчивалось никогда. И восторженные окрики проносились на волейбольных площадках всегда. Мы продолжаем нашу программу, и сегодня у нас в гостях вице-президент Федерации волейбола Республики Татарстан Ильхам Фаизович Рахматуллин. Добрый день, Ильхам Фаизович, очень рада видеть вас у нас в гостях. Наши команды волейбольные «Зенит», «Казань» и «Динамо Ак Барс» стали чемпионами России. Это было какое-то невероятное событие в спортивной жизни, очень яркое. И я думаю, начнем с мужской команды «Зенит Казань», которая в 4-й раз обыграла московское «Динамо». В октябре москвичи выиграли в финале Кубка Столетия. Казанцы в том же месяце взяли Суперкубок России, а в декабре оказались сильнее в финале Кубка России. И вновь наши первые. Скажите, не маловато ли это для интриги волейбола? Ну, если сказать, что про интригу. Интрига, она везде перед финалом бывает. Но дело в том, что это со стороны только кажется, что так вот все «Зениту» получилось легко сыграть. Первый матч только мы так легко выиграли у себя в Казани, а остальные матчи были напряженные довольно-таки. Там и по счету, и по статистике. Поэтому интрига-то, она присутствует всегда. Наши, может быть, в этот момент перед финалами побольше отдохнули, потому что «Динамо» в Москве очень сложные матчи были с Белгородом. Там они 4 матча играли, и все матчи практически состояли из 5 партий. Поэтому, может, в этом только. А так, финал есть финал. Везет сильнейшим. Ну, финал был великолепный, да. Было интересно за ним следить, действительно. Команда «Зенит» – самый титулованный волейбольный клуб. Как зарождается клубная династия, и можно ли уже сейчас об этом говорить? Ну, династия, в моем понимании, если это, наверное, про своих воспитанников сказать, да, там, которые в нашей системе подготовки клуба, то она нормальная. У нас в составе уже сейчас вот 5 человек, которые, можно сказать, выросли, прошли все стадии нашей вертикали волейбольной. Если взять по именам, то Андрей Сурмачевский, он уже у нас 13 лет, то есть он с самого училища Олимпийского резерва, академия вот этого волейбола у нас, в которой они выступают, и он уже 7 лет, наверное, как и Алексей Кононов, играет в составе. Также Роман Романовский, Михаил Лабинский, Илья Федоров, это все наши воспитанники, которые сейчас играют в составе и очень помогают команде. А куда отдать своего ребенка, чтобы вот у них сложилась такая есть такая детская спортивная школа «Юность», она раньше «Юность» называлась. Они сейчас вот как бы переименовались в физкультурно-спортивное общество «Центральный».
Поэтому может там обратиться, если у какого-то ребенка, мальчика или девочки есть какие-то задатки, там профессионалы посмотрят, тренера посмотрят, и можно записаться и продолжить свою подготовку, а может и карьеру спортивную там. Алексей Вербов относительно молодой тренер. В первом сезоне с ним команда стала третьим, в том году выиграла и в этом году поддержала свой статус. Расскажите нам, какой он тренер? Ну, Алексею очень, скажу что сразу, что он очень талантливый человек во всем. Он был, когда играл, был не одним, а лучшим либеро страны. И как бы он весь волейбол знает изнутри, фанат этого дела. И поэтому он уже, когда заканчивал карьеру, хотел стать тренером, перейти на тренерскую работу. И поэтому он много и разговаривал со всеми тренерами, в том числе и Владимиром Романовичем. Он себя впитывал, и если в сравнении, допустим, там, с тем же Владимиром Романовичем, у них, наверное, немножко философия другая, потому что Владимир Романович все-таки он такой очень строгий, дисциплину любит жесткую, железную, вернее. И Алексей Вербов более мягкий подход у него. Давайте на этом прервемся. Даже нелетная погода не стала преградой нашим спортсменам. В Татарстане закончился второй этап Кубка России и чемпионат Татарстана по одному из самых интересных видов олимпийского спорта – стендовой стрельбе, которые проходили в специальном оборудованном комплексе стендовой стрельбы «Свияга». Спортсмены из разных уголков страны ежегодно возвращаются сюда и очень полюбили это место. А за что же именно, узнаем в следующем сюжете. Закончился второй этап Кубка России по стендовой стрельбе. Хоть погода была и не самая приятная для соревнований на открытом воздухе, это не помешало спортсменам показать хорошие результаты. Погодные условия дают о себе знать, очень холодно. Вот. Немного концентрация теряется. В общем, стрельба хорошо идет. Все в равных условиях. Особенность стендовой стрельбы в том, что здесь спортсмен стреляет в мишень в виде вылетающей тарелочки. А в Татарстане для подготовки созданы все условия. У нас 3 хороших площадки. Вот, как видите, здесь вот это стрельбище, на котором проходил и чемпионат Европы, и универсиады на этом стрельбище. 5 оснащенных площадок хороших. Так как стендовая стрельба – это уличный вид спорта, тренировки зимой практически не отличаются от тренировок летом. Да, зимой это достаточно сложно, но нельзя не тренироваться, иначе мы потеряем квалификацию. Конечно, мы греемся, конечно, выходы на улицу чуть короче, бережем своих спортсменов, но тем не менее мы стреляем и зимой. Республика Татарстан – один из ведущих регионов по стендовой стрельбе. Наши спортсмены показывают потрясающие результаты не только на всероссийских, но и на международных соревнованиях. У нас есть чемпионы мира, у нас есть участники Олимпийских игр, у нас есть чемпионы Европы, чемпионы России. Последний выезд был спортсменов сборной команды России, куда входили наши татарстанские стрелки на чемпионат Европы по стендовой стрельбе. Ездило 11 человек, и все вернулись с медалями. Впереди наших спортсменов ждет еще одно немаловажное соревнование – командный чемпионат России по стендовой стрельбе. Стартует он в Республике Адыгея уже на этой неделе. Получается, с ноября у нас начинается подготовка к сезону. Сначала у нас идет тренировочное мероприятие, функциональный сбор, где мы занимаемся только общей физической подготовкой. И далее мы начинаем стрелять, и всю зиму мы подготавливаемся к сезону, естественно, к основным стартам. Юные татарстанские стрелки идут по стопам более опытных спортсменов и завоевывают золото на соревнованиях. В первенстве России по стендовой стрельбе Марат Нежданов занял первое место. Я пошел в 13 лет стрелять. Потом Светлана Александровна Демина меня забрала вот сюда тренироваться, в Казань. Поступил в училище Олимпийского резерва, вот где я сейчас учусь. И все, вот с ней тренировался. Тренировались упорно, долго, много. На втором этапе Кубка России большинство наград по традиции осталось в Татарстане. Золото взяли Елизавета Евграфова, Тимур Ананьенок и Алина Ахатова. А всего на пьедестал поднялись 7 татарстанцев. И мы уверены, что на следующих этапах результаты будут ничуть не хуже.
На очереди женский волейбольный клуб «Динамо Ак-Барс». Наши девочки. С 2018 года они впервые вышли в финал чемпионата России и выиграли его. В этом межсезонье изменился и тренерский штаб. Ришат Гализудинов 14 лет руководил командой и прошлым летом покинул этот пост. С его именем связаны очень многие наши победы. Это в том числе и победа в Лиге чемпионов, и клубный чемпионат мира, и 6 раз при нем выигрывали в чемпионате России, 7 раз побеждали в Кубке России. А сейчас командой руководит серб Зоран Терзич. Известно, что он также руководит и женской сборной России. Не мешает ли ему совмещать, и как на это пошел российский офис? Скажу, что на сегодня как бы международных встреч нет. И у тренера сборной России, я скажу так, не так много работы. И поэтому все равно ему нужна была практика работы тренера. И поэтому мы остались на клубном вот этом варианте. И мы его пригласили, и он с удовольствием согласился со своим штабом прийти в наш клуб «Динамо Ак-Барс». И пришел очень хорошо. А как изменилась команда с новым тренером? Команда вообще после ухода Ришата очень изменилась, потому что если взять по составу, наверное, 70% даже поменялось игроков. И плюс практически мы новую команду создали, пригласили новый тренерский штаб. До Нового года все как-то притирались. Но я считаю, что Зоран Терзич нам повезло, что он пришел, потому что тренер с именем тренер, когда за его спиной очень много побед, когда он тренировал сборную Сербии, и чемпионаты мира выиграл, и Европу выиграл. И поэтому такой легендарный тренер. И поэтому он все равно как-то вот команду умел сплотить. И все-таки она дошла и до плей-оффа, и полуфинала. И вот так получилось, что финал выиграли. А если говорить о нашей женской команде, в «Динамо Ак-Барс» есть наши воспитанницы? В мужской команде мы уже выяснили, что есть. Ну, у нас тоже есть, потому что если брать из молодых, вот, допустим, та же Дарья Заманская, которая прошла тоже нашу вертикаль волейбола, нашу школу подготовки, Милина Рахматуллина, моя однофамильца, кстати. Та же Полина Матвеевна, она начала в школе Гамбы в свое время, потом уехала в Одинцово, там, наверное, года 4 играла она, и вернулась сейчас к нам. Сейчас вот с нового сезона приходит к нам Светлана Гатина, которая тоже воспитанница наша. Давайте поговорим о финале. Давайте. Он получился очень напряженным. Девочки после победы в первой игре проиграли 2 и чуть не упустили чемпионство. Да. Как команде удалось собраться и выиграть? Да, это очень был такой финал. Из 5 матчей играли все 5 матчей, да, и у нас мы были в шаге от проигрыша, когда проигрывали 0-2 в Калининграде. Опять-таки, вот я возвращаюсь к Зорану Терзичу, который нашел те слова, которые, может быть, загрузил команду, и те вышли в 3-й партии, 3-й, 4-й партии, выиграли, 2-2 счет стал. И такой камбэк сделали с 0-2, и в 5-й партии, конечно, счет был 19-17, когда мы выиграли. Но я думаю, Всевышний был на нашей стороне, потому что там такие мячи были, которые, ну, в принципе, и поднимались, и забивались. Но вот я еще раз говорю, что Всевышний был на нашей стороне, и мы вернули этот матч в Казань, 5-й, да, и ну, в 5-м, я так думаю, что калининградки очень рано себя медали одели. И после 2-0, у них даже потом было 3 матчбола, которые мы отыграли. Это все психология. Но наши девчонки молодцы. В такой же ситуации оказались и мы, когда у себя дома под таким давлением играли. Но они сдюжили и довольно-таки легко выиграли 3-0. И стали чемпионками. Это просто какое-то действительно невероятное было событие. Да. Очень яркое, очень впечатляющее.
Мы вас еще раз от всей души поздравляем с этими победами и желаем новых достижений, новых успехов. Спасибо, что вы нашли время, пришли к нам. Поздравляем. Спасибо большое. Спасибо. С этого сезона в Казани появилась еще одна футбольная команда. В третьей по силе лиги страны выступает команда «Сокол». В основном она состоит из наших воспитанников. Конкуренции в чемпионате им составляет вторая команда «Рубина». И теперь существует такое понятие, как казанское дерби. Оно как раз прошло в минувшее воскресенье. Привыкаем к новой афише. Первое в истории дерби двух профессиональных команд из Казани состоялось. Спасибо руководству «Рубина» за то, что они устроили такой праздник. Я думаю, ребята запомнят этот день надолго. В такой обстановке, на таком стадионе, на таком шикарном поле играть не каждый день приходится. Рубин-2 решил организовать такой знаковый матч на главной в городе и республике Акбарс-арене. Эксперимент удался. Даже несмотря на ветреную погоду, для третьей по силе футбольной лиги болельщиков было предостаточно. Георгий Караданис – одна из главных легенд казанского «Рубина». Его последний матч в карьере был как раз на этом же стадионе. Особенное чувство вернуться сюда в качестве тренера. Трибуны встретили его очень тепло. Здесь у меня очень много воспоминаний. Это мой дом. Я очень хотел, чтобы мои игроки тоже сыграли при этой атмосфере, увидели это поле. Было бы лучше, если бы мы смогли одержать победу. Но в любом случае был хороший вечер. Сама игра во всем антураже вокруг не растерялась. Все 90 минут болельщики были в напряжении. Был забит всего один гол, но зато какой! Головой мяч в сетку на 61-й минуте отправил игрок «Сокола» Эмиль Галямов. Какой же важный мяч! Эмоции здесь говорят сами за себя. Там партнер оказывается, Воронов. Пошла подача на 11 метров, удар, гол! У всех ошибки были, можно же начинать с самого начала. Они потеряли мяч в атаке, потом пошла контратака, нас забили гол. Как бы обвинить можно каждого, там, любого, но не хотелось бы. Командная ошибка, поэтому такой гол. Дерзкие новички лиги в этом сезоне уже набрали 10 очков в 4 играх и занимают вторую строчку в таблице. К слову, Рубин-2 тоже не сильно отстает. Команда Караданиза замыкает первую четверку с 9 баллами. Хочется, чтобы новые серии казанских дерби в будущем уже стали традиционными. Амир Сабиров, Богдан Авдонин, «Спортивная среда». В Казани прошли республиканские соревнования по фигурному катанию «Галактика». Отличительной чертой этого мероприятия были судейские коллеги из Москвы, а также олимпийские призеры по фигурному катанию. О том, что происходило на льду и за его пределами, смотрите далее. С 3 по 5 мая в ледовой арене «Триумф» прошли соревнования по фигурному катанию на коньках «Галактика». Участие смогли принять девочки и мальчики из разных регионов России. Главным судьей выступил Кирилл Устинов. Судейская бригада приехала из Москвы, что исключало привилегии и помочь кому-либо из участников. Соревнования проводились с раннего утра до позднего вечера. Что примечательно, в данном событии смогли принять участие дети разных спортивных разрядов и кандидаты в мастера спорта. Исправлять ошибки, например, упал и сделал снова. Выступил плохо, не надо расстраиваться вообще. Надо просто себя важнее делать, хорошо себя выражать судьям. Юные фигуристы не страшатся ничего, проходя через большое количество ошибок на пути к оттачиванию своего мастерства и отдельно взятых элементов: шаги, спирали, вращения и прыжки. Проведение такого рода соревнований очень важно для становления нового поколения фигуристов на поприще всероссийского и международного уровня. Именно через такие тернии и преграды пришлось пройти нашим чемпионам. Самое важное — уметь правильно реагировать на ошибки. Если что-то не получается, обязательно пробовать снова и снова до тех пор, пока не получится. То есть это означает терпение, очень любить
то, что делаешь, чем занимаешься, уважать и доверять, самое главное, своему тренеру, своей команде, не пропускать тренировки. Именно они вручили медали и дали свои советы юным спортсменам. Поэтому, зная и наблюдая за выступлениями Никиты и Виктории, за плечами у которых не одна дюжина соревнований и наград разного достоинства, юные ребята учатся на сильном и волевом примере, как прийти к своей мечте, выступая уже на высоком уровне. Спортивные события республики и прошедших 7 дней уже в истории. Занимайтесь спортом и смотрите нас на следующей неделе. Всем пока!